Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Престиж и авторитет суверенного Таджикистана на мировой арене стремительно растет. С невероятным успехом и на высоком уровне в городе Душанбе прошел 5-й саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Главы государств и правительств, руководители делегаций стран, членов и наблюдателей этого форума дали высокую оценку результатам председательства Таджикистана в этом совещании. Кроме того, участники саммита выразили благодарность президенту Республики Таджикистан, лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, и правительству страны за теплый прием и искреннее гостеприимство. Многочисленные гости были потрясены и очарованы удивительно красивым городом Душанбе, живописными пейзажами Таджикистана и несметными дарами этой плодотворной и райской земли. В Душанбе завершилось масштабное политическое мероприятие – 5-й саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Всего в работе саммита приняли участие свыше 30 государств мира. Значение этого мероприятия со временем возрастет еще больше, потому что его участники поднимали очень актуальные проблемы, касающиеся безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, а также вопросы политического, экономического и культурного характера. В центре внимания участников саммита были вопросы региональной безопасности, в частности, обсуждение проблематики ситуации в Афганистане и оказание этой стране для восстановления мирной жизни необходимой экономической, финансовой и технической помощи. На Душанбинском саммите поднимались также вопросы экологии, экономической интеграции, создания зон свободной торговли, транспортных коридоров, условий торговли между государствами, то есть снижение таможенных сборов, а также создание мер доверия между государствами. Вопрос доверия между государствами являлся одним из самых важных, и участники саммита отметили, что для решения этой задачи необходимо создать условия для свободной торговли, развития экономических, культурных, научных взаимоотношений. 14 июня в загородной резиденции основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, организовал вечер дружбы в честь глав государств и делегаций участников 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Для проведения мероприятия было выбрано одно из благодатных мест – загородная резиденция исполнительного органа государственной власти города Душанбе, расположенная в Арзубском районе. Таджикистан обладает несметными природными богатствами, особенно чистой водой, вкуснейшими фруктами и овощами. Путем проведения различных мероприятий принимаются эффективные меры для ознакомления с традициями таджикского гостеприимства, историей и культурой, древней цивилизацией, представления широких туристических возможностей, древних народных ремесел и привлечения большого числа иностранных туристов. Прогулка высокопоставленных гостей прошла в теплой, искренней, дружественной обстановке. Уважаемые гости в загородной резиденции свободно побеседовали, наслаждаясь природой и свежим воздухом солнечного Таджикистана. Почетные гости были очарованы прекрасной природой Таджикистана, национальными блюдами и таджикским гостеприимством. 14-15 июня столица Таджикистана, город Душанбе, был центром внимания всех мировых и отечественных средств массовой информации. Работу саммита освещали 650 представителей телерадиоканалов, газет, журналов и информационных агентств. Можно с уверенностью сказать, что мероприятие прошло на очень высоком организационном уровне. И у глав государств, принявших участие в саммите, и у членов делегаций, и у представителей средств массовой информации остались самые приятные впечатления об организации международного мероприятия высокого уровня и в целом о Таджикистане. Все участники, выразив признательность таджикской стороне за теплый прием и гостеприимство, оказанное делегациям в столице, отметили высокий уровень организации саммита. Меня зовут Ляо. Я корреспондент китайского информационного агентства Синьхуа. Обычно я работаю в Москве, и в этот раз я приехал в Таджикистан, в Душанбе. Я думаю, что условия этого пресс-центра очень хорошие. И я думаю, что это обозначает, что правительство, то есть организаторы этого совещания большое внимание уделяют именно корреспондентам. Я думаю, что это содействует нашей
работе для освещения этого саммита. Все организовано прекрасно. Во-первых, конечно, совершенно удивительный дворец Навруз, да, с какой-то уникальной архитектурой, в окружении фонтанов и такой островок прохлады в знойном Душанбе. И, в общем, очень выглядит хорошо. А организовано все прекрасно, учитывая количество журналистов, которые тут работают. Да, у каждого есть рабочее место, все необходимое для того, чтобы нормально себя чувствовать и нормально там передавать новости, да, нормально работать. И еда есть, компьютеры есть, интернет есть, что еще нужно, собственно говоря. Город, я вот первый раз в Душанбе мне очень понравился, потому что у него действительно какой-то такой уникальный восточный колорит. Очень чисто, все прибрано, много фонтанов, много зелени, ну и в общем хорошо. И, естественно, восточное гостеприимство тоже на уровне, везде очень хорошо встречают. Очень благодарен организаторам, администрации президента, правительству, Министерству иностранных дел за эту огромную, громадную работу, которую они проделали, организовывая вот этот саммит и предоставляя такие возможности для всех участников саммита, ну, прежде всего для нас, журналистов, чтобы мы могли очень удобно, в комфортных условиях поработать. Очень прекрасный пресс-центр, оснащен всем, что нужно для полноценной работы. Конечно, гостеприимство. Нас встречали очень гостеприимно с первого дня прибытия в Душанбе. В этом отношении вообще работа безупречная. Организация Душанбинского саммита проходит на очень высоком уровне. Насколько я знаю, 650 журналистов со многих стран аккредитованы на данное мероприятие. И для всех предоставлены очень хорошие условия. 2 этажа огромного пресс-центра позволяют всем разместиться свободно, комфортно. Для каждого предоставлены компьютеры, технические средства связи. Оперативно раздавались пресс-релизы, которые готовились таджикской стороной. Поэтому я думаю, что организация очень хорошая. Очень приятные впечатления. Город украшен, чувствуется большое событие в городе. Центральные широкие проспекты украшены цветовыми композициями, символикой СВМДА. Я думаю, что для города это большой праздник. 5-й саммит совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии стал одним из самых значимых событий международного уровня. Поэтому многие мировые телевизионные и радиоканалы передавали это важное политическое событие в прямом эфире. Новостные блоки многих государств начинали свои информационные выпуски с освещения Душанбинского саммита. Joining us for the moment, Sudhakar Das. Now, the 5th Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, or SICA Summit, being held in Dushanbe in Tajikistan, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar emphasized on the immediate need. All right, now the leaders of the Asian nations have gathered in Dushanbe in Tajikistan for the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. The External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is representing India at the summit. Итогом саммита стала Душанбинская декларация, состоящая из 49 пунктов, под которые подписались все члены государств-участников саммита. Все эти пункты охватывают проблемы не только Азии, но и касаются других континентов. Зумрат Файзиева, Ахлидини Карим, Бобуали Тагузода, Рану Азизи, телевидение Таджикистан. В центре внимания участников конференции, организованной Центром геополитических исследований Российско-Таджикского славянского университета, были вопросы, связанные с обеспечением мира, стабильности и региональной безопасности. В ходе выступлений специалисты отметили, что в нынешних неспокойных условиях, когда география современных угроз и опасностей с каждым днем разрастается, разъяснение значения мира и дружбы, добрых отношений между народами планеты, почитание памяти героев Родины является весьма важным в борьбе против терроризма, радикализма, нацизма
нацизма, расизма и организованных транснациональных преступлений. Дружба и сотрудничество, укрепление добрых и созидательных отношений между народами и государствами является главным фактором мира и стабильности, что только совместными усилиями можно противостоять силам зла и разрушений. Таджикистанцы используют пройденный славный путь и опыт отцов для дальнейшего укрепления основ нашей новой государственности, укрепления оборонной мощи Родины, социально-экономического развития, повышения чувства патриотизма, национальной гордости и самосознания у подростков и молодежи. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!